Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные сердечные комментарии, за ваши лайки и также вашу неоценимую помощь моему каналу. И земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сделаем отсыпочку на такую тему. Что уже спешит к вам? Будем смотреть прямо на самое-самое ближайшее будущее. Загадывайте, пожалуйста, на себя, так и спрашивайте, да, что уже спешит ко мне, то есть уже в пути к вам, в вашу жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать для вас только самую важную и нужную информацию, еще и полезную, так, чтобы она еще была полезной. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас не скрывает моих глаз. Так, интересненько. Что уже спешит к вам? Восьмерка сплющенная. Смотрите, спешит то, что продлится очень-очень долго. И спешит то, что можно развивать, усовершенствовать, как-то прокачивать, как работа, как дело, как увлечение. Вы все абсолютно разные. Кто-то из вас буквально со дня на день увлечется другим человеком. Кто-то поступит на новую работу. Кто-то заимеет какой-то новый интерес, либо получит какой-то новый опыт в жизни. Это восьмерка, это постоянство. Она у вас немножечко как приплющенная. То есть это говорит о том, что эту восьмерочку можно проработать. Не только можно, но и нужно. То есть буквально в ближайшие дни вы займетесь кем-то, либо чем-то на постоянной основе, и это будет приносить постоянное развитие. Да? Либо эти отношения, либо этот интерес будет постоянно развиваться. С правой стороны у нас восьмерочка вышла, а это говорит о том, что все это вам на благо, в радость и, конечно же, в удовольствие. Дальше у вас здесь с правой стороны весенний цветочек. Цветочек смотрит от вас влево. А это говорит о том, что явно есть какой-то влюбленный в вас человек. Мужчина и женщина одинаково идет предсказание. Кто-то испытывает к вам уж очень сильно романтические чувства. Вы все разные. У кого-то отыграется, что человек прям проявится, такой прям напор, любовная страсть, порыв, да, прям придет, как прижмет, как скажет: да, люблю тебя, хочу тебя, давай пойдем с тобой туда, где светит солнце, да, начнем новую жизнь. А у кого-то отыграется, вы просто будете ощущать от какого-то человека вот эти любовные флюиды в вашу сторону. Ну, бывает такое, да, вроде человек и не открывается, и не признается, но смотрит с обожанием, да, человек всегда к вашим услугам, всегда услуживает, всегда рядышком. Ну, в принципе, хороший момент, хороший. Единственное, что я не могу понять вашу реакцию. Порадуетесь, либо наоборот, опечалитесь, так вздохнете томно, устало, скажете: фу, еще один обожатель, да, куда же вас складывать, так коллекционировать, и так уже некуда. А может быть, вы ответные чувства испытаете, да, не зря же здесь у нас восьмерочка показана. Потихонечку начнете с этим человечком устраивать отношения. И в радость, и в счастье, и в любовь. В принципе, неплохо. Цветочек хоть и маленький, но он очень красивый, и он распускается. Да еще и в правую сторону, да, в правую сторону смотрит. Вот. Единственное, что, конечно, у кого-то отыграется, что будет большая неожиданность, потому что все-таки справа налево, да, так и ахните, скажете: ну надо же, кто бы мог подумать, да, или от любви мне только и не хватало, куча забот, куча дел, тут еще любовь. Но, тем не менее, есть, и это, конечно же, добрый знак. Так, слева бабочка. Бабочка чем-то похожа на такую, знаете, толстую моль. Вы меня простите, но ну что идет, то идет. Это же не я. Это песок, это все песок, не я. Смотрите, это говорит о том, что есть в вашем окружении действительно человек, который является то ли бездельником, то ли паразитом, а может быть и паразитом, и бездельником.
Ну уж очень толстая эта бабочка и действительно похожа на моль. Вижу, что у вас какое-то приспособление, и вы вот эту моль, значит, гоняете. Почем зря вы ее, кстати, будете гонять. Заставите оторвать толстую попу и немножко полетать. Ну, смотрите, у некоторых отыграется, что действительно немножко ленивого человека придется погонять, может быть, позаставлять, если это ваш какой-то близкий родственник, либо ваш сотрудник. Может быть, человек, который по долгу службы обязан какие-то обязанности выполнять, но он отлынивает от работы, да, занимается саботажем. Вижу, что этого человека будете подгонять, заставлять и как-то жестко мотивировать, да, чтобы человек делал свою работу. Смотрите, у вас все замечательно получится. Конечно, человек будет обижаться, конечно, может где-то и нахамить, и нагрубить, но это все не важно. Важно, что вы принудите этого человека выполнять возложенные на него, на нее обязанности. И даже если это домашние обязанности. Вы молодец, вы молодец. Вам кто-то за это даже спасибо скажет. Еще и сами себе спасибо скажете. Так, и еще, как вариант, по этой бабочке может быть ситуация, которая, ну, где-то остановилась, замерла, и вы ее просто проталкиваете. Вы делаете ряд каких-то действий для того, чтобы разогнать немножечко саму по себе эту ситуацию, чтобы она шла дальше. Не тормозила, не останавливалась, не замирала, а шла дальше. Может быть, что-то связано с вашей работой, с вашим делом, может быть, с каким-то другим делом, да, с другой какой-то ситуацией. Ну, в общем, будете заниматься, будет чем заняться. Главное, вы понимаете, в чем причина, и понимаете, как это все можно ускорить. А это самое главное. Либо вы понимаете, как ускорить того или иного человека. Вот, хороший на самом деле знак. Конечно, придется повозиться, но какую-то долю удовольствия вы еще от этого получите. Так, и еще вышел человечек с магнитом. Магнит направлен на вас. Но это какой-то соблазн. Это соблазн, это привлечение, это то, что может понравиться, это то, что вы точно захотите. Да, человек вас этим магнитом к себе примагничивает, да, приклеивает. Но опять же, страсть, да, может понравиться вам этот человек, да, почувствуете, прям тянет, что поделать с собой не могу, меня тянет к этому человеку. И также может быть действительно что-то интересное, да, что человек вам будет предлагать. Ну, например, какой-то интересный товар, какая-то интересная сделка, какие-то интересные знания. Ну, как бы вы все разные, да, у каждого отыграется по-своему. С левой стороны очень как-то, ну, резко для вас это произойдет, то есть вы не думали, не гадали, тут на тебе человек с магнитом, и все, понеслась, закрутилась. Так, человек сам по себе умный, хорошо образованный, начитанный, интеллектуально развитый, но человек себе на уме. Человек себе на уме, а это говорит о том, что человек в меньшей степени будет заботиться о вас и о ваших чувствах, да, о ваших нежных чувствах. У одних 100% отыграется как страсть, ну да, страсть, а у других отыграется, скорее всего, как какая-то замануха, залипуха. В общем, будет интересно. Здесь с левой стороны просто какая-то удивительная картинка. Мост. На мосту сидит белка. Белка кидает удочку влево, а рыба оказывается справа. Но я так понимаю, что белка — это либо вы, либо кто-то из ваших близких. Человек занимается не тем, чем нужно. Давайте так, да. Может быть, формулировка так себе, но тем не менее, вот максимально доступно. Человек ловит рыбу там, где рыбы в принципе нет. Ну, нет ее там, ну, не водится она там. Вы можете 100 раз закинуть эту удочку, но рыба не впоймается. Потому что рыба совершенно в другой стороне. Причем, с другой стороны, она крупная, она классная, она свежая, она, ну, просто вот обалденная. Не там рыбалите, не там рыбалите. С левой стороны это заблуждение. То есть либо вы сами заблуждаетесь, ищете заработок там, где его в принципе нет, либо ваш близкий человек ищет заработок там, где его в помине не бывало. Здесь по левой стороне, скорее всего, идет как
открытие этой информации, да, раскрытие этой загадки, да, почему же у меня улова-то нет, где рыба, куда подевалась, почему я не могу поймать. Вот, понимание того, что произошло, понимание того, что ошиблись, и вот такой резкий маневр в другую сторону. Знаете, как-то быстро вот эту огромную крупную рыбу вы поймаете. Вот в один миг перекидываете удочку с одной стороны на другую и сразу же ловите огромную рыбу. Ее даже ловить не надо, она вот сама, видите, в руки просится. Очень, кстати, сильный знак. Да, так иногда бывает. Мы вот смотрим на других людей и думаем, ага, человек делает то-то, то-то, сейчас я буду делать то же самое, значит, и у меня будут деньги. Но мы не знаем никаких нюансов, да, от нас многое скрыто. Мы смотрим лишь только над поверхностью воды. Мы не знаем, как человек на самом деле работает, мы не знаем, каким образом он зарабатывает эти деньги. Мы лишь только видим то, что нам человек показывает. Вот. И, скорее всего, вы тоже стали жертвой такой дезинформации. Да? Вы посмотрели на кого-то, сказали, ага, туда. Вот. А куда туда, что там есть, как это все там происходит, вы не знаете. И при этом вы упускаете крутые шансы, которые, грубо говоря, по пятам у вас ходят. Вот. Так же самое может быть у вашего близкого человека. Главное, что глазки откроются. Главное, что вы все поймете. Да, возможно, вам будет немножко обидненько, что потратили время, что кому-то либо чему-то доверились. Но, тем не менее, резкий разворот, и белка уже ловит рыбу. Работы будет много, денег тоже будет много. Я вижу, что вы человек не ленивый, я вижу, что вы человек очень активный, что для вас даже, знаете, как зарабатывание, это в какой-то степени даже азарт, да, как азарт у вас идет. Это и хорошо. Вы не трудоголик, вы просто азартный до заработков человек, давайте так назовем. Свою рыбу вы обязательно поймаете. Так, еще у меня вышла женщина, она, как вязальщица идет. Может быть, она вяжет крючком, спицами. Может быть, и в переносном смысле, да, женщина, которая постоянно плетет интриги. Да, плетет там свои сети, плетет интриги. Смотрите, у этой женщины какие-то резкие финансовые потери. Потери, это может быть и ограбление, это может быть действительно неудачное вложение денег. Это, да что угодно может быть. В общем, неважно. Там конкретно у нее проблема с деньгами выходит. И из-за того, что она отворачивается в свою личную жизнь, поворачивается, да, отворачивается от вас, отворачивается от вашего окружения, поворачивается в свою личную жизнь, у вас просто прекрасная идет пора, когда никто не вмешивается, никто не клевещет, никто проблем не создает. Просто прекрасное время. Я вам даже больше скажу, потому что я вижу, скорее всего, эта женщина уже никогда не сможет вернуться на свое место, никогда уже ее, после этого случая, никогда больше ее эти все интриги не будут настолько приниматься на веру, да, уже люди вообще интересоваться перестанут. То есть она потеряет ровным счетом все, начиная от своих средств, заканчивая своим влиянием, своими возможностями, и прочими своими этими штуками. Для вас это добрый знак, для вас это хороший знак. Очень как-то резко и неожиданно это произойдет. Буквально, может быть, за сутки, да, у нее случится беда, и все. Уже на следующий день прекрасная погода, все улыбчивые, все добрые, никто ни с кем не ссорится, не ругается, и никаких сплетен нет. Как-то резко, быстро. Так, здесь дерево обретает корни. Дерево с вашей стороны, с правой стороны. Корни обретает, веточки есть, листиков пока не видно. По деревьям обычно проходят семьи. Возможно, ваша семья куда-то уезжала, переезжала, была разобщена ваша семья. Да? Наконец-таки дерево обретает корни, то есть вы где-то какое-то место выбираете, там вы будете селиться, либо поселитесь, там вам понравится, там у вас все хорошо сложится, либо именно там вы сможете объединиться со своими другими родственниками. Также по таким деревьям обычно показывают людей, которые когда-то в прошлом развелись. Считали, что все, больше никогда не сойдутся, не восстановятся, но прошло время, любовь никуда не делась, обида прошла, а вот любовь никуда не делась. Люди понимают, что друг без друга хоть волком вой, поэтому они заново сходятся, да, и начинают новую жизнь. И также по таким деревьям отыгрываются наши дети, да, дети, внуки, которые начинают
строить свои собственные семьи, да, и вот как бы новые деревья начинают пускать корни. Также, знаете, молодые могут просто съехать, да, проживать вместе где-то, но не с вами. Вот. Новая семья образуется, да, новое дерево, которое пускает корни. Хороший знак на самом деле. Так, здесь у вас рак вышел. Рак в хорошем положении, клешнями смотрит вверх, хвостом смотрит вниз. Если вы по знаку зодиака рак, танцуйте, это ваше время. Здесь вам что-то явно выпадет, причем такое теплое, доброе и то, что счастье приносит. Как мечта исполнится, как сердце порадуется. Может быть, какой-то счастливый случай постучится в вашу жизнь, либо чудо произойдет. Это если вы рак. Если вы не рак по знаку зодиака, то здесь, скорее всего, речь идет о каких-то возможностях что-то накопить, приумножить, прибрать себе, да, ну как получить, да, получить, прибрать как-то не очень звучит. Получить, накопить, приумножить. Что? Деньги, возможности, ресурсы, да, у каждого по-своему отыграется. Но он у вас прям посередине, и он клешнями смотрит вверх, да, ну, клешнями много может урвать, оторвать, да, и себе, ну, скажем так, забрать, да, в норку утащить. Очень хороший знак, хоть и маленький, но тем не менее в хорошем, правильном месте, а это говорит о том, что все будет замечательно. Так, дальше идем. Девушки, которые мечтают, скорее всего, сбросить лишний вес. Либо вам кажется, что у вас лишний вес, либо действительно хотели бы там пару килограммов сбросить. Ну, в общем, не важно. Важно, что вы что-то такое начнете делать, либо кушать, либо принимать, что вам здоровски поможет. В какие-то короткие сроки вы прям скинете. Главное этим заниматься и заниматься постоянно. Убрать какие-то срывы, потому что я вижу, что вы на эмоциональном фоне можете срываться. Вас кто-то обидел, вас кто-то расстроил, либо вам просто скучно, да, и вы начинаете злоупотреблять всякими вкусняшками. Ну, отсюда уже как бы сам процесс. То же самое для девушек, которые, например, ничего не кушают, ну, грубо говоря, да, там от воздуха набираете килограммы, то здесь, скорее всего, какие-то таблетки, препараты, я так понимаю, что именно гормоны, да, гормональный фон будете восстанавливать. Вы знаете, очень хорошо поможет, очень хорошо. Конечно, супер-бупер результатов в кратчайшие сроки вы не добьетесь, но результат видимый, да, может там отеки сойдут, а лишняя вода уйдет. То есть это будет видно. Так, с левой стороны у вас раковина вышла. Раковина. Раковина отвечает за секреты, за тайны, за какую-то скрытую тайную информацию. Она у вас слева выходит, то есть я так понимаю, что вы не ищете никакой тайной информации, вы не пытаетесь раскрыть какой-то секрет, какую-то тайну, но эта информация, эта тайна найдет вас. Может быть, случайно вы станете свидетелем чего бы то ни было, либо кто-то к вам подойдет, своей информацией поделится, кто-то тайной поделится. Ну, в общем, на вас вот это ляжет тайное знание, да, бремя тайного знания. Как с этим поступать? Своим расскажите. Своим людям, кого вы любите, кого вы уважаете, цените и кого считаете своим человечком. Вот этим расскажите. Вот либо только этим и расскажите. Поверьте, та информация, которая идет в вашу жизнь, она достаточно ценная. И если ее правильно применять, то можно даже что-то на этом выиграть, либо поиметь. Поэтому воспользуйтесь сами, и пусть ваши самые близкие тоже воспользуются. Почему нет? Наконец-то и вам, как говорится, улыбнулась удача. Не все же другим пользоваться. Теперь вы можете, и ваши близкие смогут. Так, еще кому-то мужчина приползет. Девочки, сразу говорю, не для всех предсказаний, кому-то конкретно идет. Мужчина ползет на четвереньках, либо он пьяный, либо он слишком сильно перед вами провинился. Ползет с рыбой в зубах, то есть он несет вам деньги. Будет пытаться купить ваше прощение за наличные. Да? Я тебе денег дам, только ты прости, да? Только не пили, только дай мне возможность. Ну, девочки, что идет, то идет. Что я могу сделать? Это ваша отсыпка, не моя. Ползет, девочки, ползет. Состояние, конечно, адское у него, но тем не менее ползет.
Ну, если пьяный, то проспится, конечно. А вот если виноват перед вами, ну, вы подумайте. Вы подумайте, да, так просто его не прощайте. Рыбу несут, деньги, девочки, деньги. Либо на карте деньги, либо наличка. Так и так может отыграться. Но ползет. Так, еще кто-то вдруг начнет вам что-то писать. Сначала глазам не поверите, потом напряжетесь, а потом даже в какой-то степени испугаетесь. Какой-то человек вдруг как действительно из какого-то глубокого темного прошлого выползает на свет Божий, начинает вам какую-то ересь писать о том, что когда-то было там несколько месяцев назад, либо несколько лет назад. Прям, знаете, так фамильярно и прям напрашивается в вашу жизнь. В вашу жизнь. Это странно, конечно. Мне почему-то кажется, что это связано либо с родством, либо с любовной тематикой. Но человека вы явно давно не видели. Для вас это будет что-то такое ненормальное. Да, ненормальное. Вы скажете, откуда ты вылез, либо откуда ты вылезла. Да, тут какая-то наглость идет со стороны этого человека. Да, вот прям в наглую. Передо мной закрыли дверь, я полезу в окно. Да, вот в таком ключе. Ну, не теряйтесь, отвечайте. Всегда можно заблокировать, да, как вариант. Да, заблокировать и все. И пусть думает и делает, что хочет. Ну, прям, да, вылезет. Знаете, еще лезет такой самый неподходящий момент в вашей жизни, когда вы чем-то увлечены, либо кем-то увлечены, когда у вас что-то начинает налаживаться, вы такая на позитиве, у вас хорошее настроение, и тут на тебе, да, начинает вам кто-то писать. Ну, блокируйте, даже не думайте. Человек какой-то, как, знаете, как червяк, да, из-под земли вылазит. Нет ни лица, ни совести, ни чести. Ну, вылезет. Может быть, когда-то вы и хотели, чтобы этот человек вышел на связь, но теперь это для вас просто ужас. Скажите, фу, зачем? Зачем ты вылез? Залезь обратно. Так, в венце у вас голова коровы, пусть небольшая, но есть, с двойными рогами. Двойными рогами. Ну, смотрите, корова сама по себе это знак материального благополучия. Поскольку у вашей коровы двойные рога, то есть это говорит о том, что вам, скорее всего, предстоит побороться за себя, за своих детей, за своих близких, за свое лучшее будущее. Сил у вас хватит, возможности у вас есть, желание хоть отбавляй, так что, ребятки, вперед. Вперед, на кону большой куш. Боритесь за свое материальное благополучие. Здесь вот прям все дорожки к этому вам и открываются. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.